Первый тайм не самый удачный. Сразу после жеребьевки участницы выходят на площадку. Мяч частенько вылетает за пределы поля. Девочки только входят во вкус, комментирует тренер. От лицея играют две команды – 10 и 11 классы. В первом же периоде они столкнулись друг с другом. Соперники уступать не намерены. Ничего личного. С каждой минутой игра набирает обороты. Кроме двух команд от лицея, здесь играют и ребята из Назрановской гимназии и второй Магасской школы. Большинство участниц тренировались у одного наставника, поэтому уровень подготовки примерно одинаковый. Правила игры в волейболе несложные – попасть мячом в поле соперника через сетку. Однако это не так просто, как кажется на первый взгляд. В каждой команде по 6 участниц и одна в запасе. Волнуются даже те, кто, казалось бы, играет на родном поле. Первый раз участвую в этом году. И в прошлый раз тоже не участвовала. Есть ли какие-то волнения? Немного есть, но когда начинаешь играть, это все пропадает, и есть только желание играть и выигрывать. Уверена в своих силах, в своей команде? В команде, да, в своих сомневаюсь. Волейбол в стране стал одним из самых популярных командных видов спорта. В некоторых регионах даже популярнее футбола. В Ингушетии волейбол также начал набирать обороты. Особенно этот вид спорта полюбился женской половине. Игра задействует не один десяток мышц, но есть и те, кто выбрал волейбол, вдохновившись любимым персонажем. Я смотрю аниме, и есть одно аниме, также называется волейбол. Мне очень понравился главный герой, как он играет. Просто очень классно. И, как бы сказать, он так сильно добивался своих целей. Я тоже этого захотела и такая, опа, надо начать играть. Игра подходит к концу. За звание лучшей команды соревнуются Назрановская гимназия и лицей. За игрой наблюдают, не затаив дыхание, а громко поддерживая свою команду. Это финал женской волейбольной лиги среди школ. Чтобы попасть сюда, девочки проходили несколько отборочных. Соревнования проходят в рамках реализации проекта, победившего в форуме «Машук-2019». Он направлен на развитие женского волейбола в регионе. Защищал его непосредственно руководитель проекта, который является Тангиев Рашид. И при поддержке грантового конкурса мы все-таки смогли реализовать данное мероприятие. В связи с пандемией и ограничениями реализация растянулась намного дольше, чем мы планировали, но мы рады сегодня находиться уже на финальном этапе самого турнира и лиги. С отрывом всего в несколько очков побеждает Назрановская гимназия. Призеры получают грамоты, медали, кубки и пауэрбанки. Вы ожидали, что выиграете? Конечно. Ожидали? Да, конечно, ожидали. Мы готовились долго, но вот итог. Было сложно? Нет. А за призовые места команды получили наушники и блокноты. Организаторы надеются, что это не последняя игра. Они планируют ежегодно устраивать такие турниры. Хава Газикова, Адам Далаков. Новости 24.